Всем привет! Всем здравствуйте! Хочу записать вам распаковку от очень хорошего продавца, трепетного продавца, ответственного. Зовут ее Алена. Немножко вот вам расскажу. С этой девушкой мы познакомились в меловых чатах. И так сложилось, получилось, что мы стали общаться очень близко. Вот. И она отправила мне посылку. Что хочу сказать. Уже немножко распаковала ее. Кстати, посылка пришла мне 5 пост. Я очень сильно переживала и первый раз в жизни оформила 5 пост, потому что Авито у меня сбился почему-то. Мы оформили 5 пост. А почему я переживала? Потому что многие жалуются, что через 5 пост приходят посылки, коробки разорванные. У меня идеально пришла коробка, не порвана, не битая, вообще с ней ничего не случилось. Упаковка 10 с плюсом. Я пока вот внешний слой сняла, уже вспотела. Это пленка. Алена очень тщательно обернула, так понимала. Она живет в городе Ачинск, если правильно я называю город. А я живу в Янау, в Новом Уренгое. У нас расстояние очень большое. Вот. Поэтому она переживала, сама сильно переживала больше, чем я, что коробка придет в нее в хорошем состоянии. Но все отлично. Коробка, правда, пришла в хорошем состоянии. Вот. Ну, давайте смотреть. Коробку я открыла и была, конечно, удивлена. Удивлена, потому что вижу уже такой подарочек. Давайте будем смотреть. Вот это вот. Я не знаю, что это, но сейчас будем смотреть. Так. Сейчас я покажу. Печенье песочное, а там предсказания. Боже мой, Алена. Это белый шоколад с клубникой. Я так поняла, это подарочек. Видно, да? Вот. Боже мой. Вот вы представляете, на чего человек внимательный? Вот я просто в шоке. И мне это настолько приятно, мне это настолько так трогает. А еще в коробке, помимо упаковки, вот такая еще бумага. Ну, эту бумагу стиля, там, не знаю, как правильно выразиться, для вот таких, знаете, для подарков, для косметики, посуды. А тут для белой глины. Аленочка, огромное тебе спасибо, в первую очередь, за подарочек. Смотрим дальше. Сейчас мы это все уберем. Ой, сколько я тут всего вижу уже. Правда. Это вообще. Так. Это, наверное, это не подписано, но это, наверное, песчанка. Я так поняла. Ну, не знаю, Олену знаю, и она с чем-то, с каким-то вкусом. Или хвоя, или что-то еще. Ну, будем узнавать. Так. Фисташка и красная узбечка. Кстати, у Алены все ее заказы идут в вакууме. Красная узбечка и фисташка. Я красную узбечку не пробовала, а вот фисташку я уже пробовала. Мне очень понравилось. Так, идем дальше. Ой, смотрите, морская клюва. Ой, она чуть-чуть посыпалась, но ничего страшного. Я это тоже люблю, очень люблю. Я тоже у кого-то заказывала, мне очень понравилось. Потом батончики. Вот смотрите, вот еще что нравится мне в Алене, она очень человек такой, знаете, щепетильный, внимательный. Вот я сказала, что я не пробовала вот такие вот. Это было мне сказано между словом. Что я такое не пробовала. Она мне такое положила. Представляете? Алена, огромное тебе спасибо, моя ты дорогая. Так. Вот этой бумаги много.
И это приятно, честно. Не знаю только кому, а мне вот нравится распаковывать. Так, а это что такое? Это ириски меловые елочка. Смотрите. Ириски меловые елочка. Я такое вижу первый раз. Ни у кого не видела. А вот у Алены они, видать, есть. Будем пробовать. Кстати, распакуем. А завтра, наверное, буду в хруст. Надо же теперь это все попробовать. Так. Это васильполье. Смотрите, вакуум. Алена, не переживай, все пришло целое, сохранное. Вакуум вот сохранился. Васильполье. Так. Заречная елочка. Это тоже, видать, хвоя. Ну, я так думаю, что это хвоя. Это заречный. Я такой сорт мела еще не пробовала вообще. Буду пробовать. Так, идем дальше. Это халва желтая пихтовая. Халва желтая пихтовая. Смотрите. Боже, оно так упаковано все, что даже открывать не хочется. Вот правда, так как с картинки. Алена, ты умничка. Так, идем дальше. Идеал. Идеал, он и есть идеал, правда. Этот мел я пробовала, сорт мела. Он, правда, идеал. Так, это еще не все. Водный. О водном я много слышала, но не пробовала ни разу. Говорят, он немножко солененький. Есть песочные, есть не песочные. Вот, ну, попробуем. Попробуем и оценим. Так, это сластена. Вот. Тут вакуум немножко разошелся, но нет ничего страшного в этом. Это сластена. Я хочу обратить внимание, что у Алены все очень вычищено. Очень такое вот прям видно, что человек очень трепетно относится к своей работе и своим клиентам. Честно, я как-то один раз сделала заказ, но это был единственный мой случай, когда я у одного человека через ВК сделала заказ. И сразу обговорила, чищенная или нет. Она сказала, чищенная. А пришло, знаете, вот как будто бы вот щеткой вот просто пыль встряхнула и все. А остальное, ну, это было не чищенное. Ну, это было немножко неприятно, конечно же, потому что цена разница, когда чищенная и не чищенная. Мне не проблемно почистить. Просто предупредите, что это не чищенное, и все, проблем нет. Так, идем дальше. Это Башкирия. Ассорти Башкирия. Ассорти Башкирия. Я не знаю, какие тут сорта, но я могу только угадать. Мока точно есть, бархат есть, наверное, оранж или оникс. Версаль, мне кажется, здесь есть. Вот. И, по-моему, все. Ну, это если я угадала. Ладно, спрошу. Так, нежность. Этот сорт мела я еще не пробовала. Нежность. Но о нем уже тоже я наслышана. Что это правда нежность. Так, дар. Дар это Ростов. Я не помню, попробовала я его уже или нет, но попробую, вспомню. Да, может, ложить некуда. Так, генерал Ватутин. Генерал Ватутин я пробовала один раз, и это было 2 года назад. Честно, я его тогда не поняла. Ватутин я помню очень хорошо. Мне этот сорт мела очень понравился. А вот генерал Ватутин, как-то я его не поняла. Ну, сейчас еще раз попробую, распробую. Вот это, уж пойму. Так, дальше карамель. Карамель это линомел. Я его тоже пробовала, заказывала у другого продавца. Он мне очень понравился. Я вообще люблю жирные сорта мела, там, а из сухих люблю Петропавловка, Севрюкова, Белая гора. И вот очень люблю линомелы. Только их нужно предварительно в воде замачивать, и так будет более комфортно.
Потом Богородский, тоже знаю. Очень вкусный сорт хмела. Очень мне нравится. Так. Дальше. Это рыжик. Рыжик. Моя любовь. Рыжик. Это жирный сорт мела. Это классный сорт мела. Я его просто обожаю. Так. А это не подписано или либо упала бумажечка. Ладно. Пока мы вот так отложим. А может быть это сюрприз какой-то. Так, дальше. Туркестан плитка и радужная. Туркестан плитка и радужная. Видите? Алена, я просто в восторге. Так, последнее это козье молоко. Ассорти мела. Козье молоко. Вот такое вот. Так, вот так вот. Класс. Так, ну и все. А вот с этим пакетиком названия так и нету. Не знаю, что это, но потом у Лены я спрошу. Это что-то такое серенькое. Это глиномел 100%, мне кажется. Вот прям 100% глиномел. Потому что он выглядит как глиномел. Итак, все. Это все, что было. Что хочу сказать. Продавца, конечно же, рекомендую. Упаковка 100 из 100. Вся упаковка 100 из 100. Все почищено. Сразу видно все. Ну, опять же, вот когда делаешь распаковки от продавцов, да, а их сейчас много, ты сразу понимаешь, кто как относится к своему делу, своим клиентам. Вот. К сожалению, ну, сейчас много в нашей пространстве, да, вот таких людей недобросовестных. Лишь бы вот продать, заработать, вот так. А чтобы на самом деле любить это дело и так относиться, очень мало. Вот. Поэтому, Алена, я тебя безумно благодарю. Я не знаю, как мне выразить свою благодарность тебе. Я очень-очень довольна. Теперь выйду с хрустом. Хотя я никуда, ни в какие чаты, никому не выходила с хрустом. Ну, потому что я немножко стесняюсь. А вот к тебе выйду обязательно. Еще раз хочу поблагодарить тебя отдельно за подарочки. За вот эти вот подарочки. Мне, правда, очень приятно. Вот очень приятно. Есть одна продавец, которой я тоже часто заказываю. Она в посылке ложит, кладет мотивацию, там рисунки, там девочки. Вот. Это тоже очень безумно приятно. Кто-то кладет там шоколадки, конфетки. Вот это все, это мелочи такие, но это так приятно, это очень приятно. Поэтому, Аленочка, ты супер, ты это знаешь. Я тебя уважаю, люблю, ценю и еще раз безумно благодарю. Спасибо тебе огромное. Вот очень-очень. Все. Увидимся.